Как видите, построена она по проекту известного русского зодчика Александра Ткаченко, который построил ее и сдал в эксплуатацию в 2014 году. Экскурсия начинается у подножья башни Согласия. Студентам президентской академии рассказывают о своде морально-этических правил, который испокон веков определял жизнь вайнахов. Дух гостеприимства, уважение к старшим и почитание традиций. С этого начинается погружение в уникальный мир Кавказа. Вывешенные над нашими горшками вот эти ковры, это войлочное ковроделие. Войлочное ковроделие ныне активно усилиями, скажем так, группы энтузиастов, общественников, при определенной поддержке органов государственного власти и органов местного самоуправления, люди, которые реанимировали, вернули это известное древнее ремесло ковроделия, называется «Истинг». Подъем на смотровую площадку – это отдельное путешествие. Гости поднимаются по длинному пологому пандусу длиной более километра. Стены на всем протяжении коридора украшены картинами, изображающими самые значимые события из истории Ингушетии, создавая живую летопись. И вот там были найдены крайне хорошо сохранившиеся вот такие характерные только для ингушей женские головные уборы, которые между собой отличались в зависимости от статуса женщины. Ну, замужняя женщина, незамужняя девушка. Следующая остановка – это сердце башни, тронный зал. Здесь экскурсия продолжается рассказом о социальном устройстве древнего ингушского общества, о роли старейшин и народных собраний. Атмосфера зала, его убранство и символика позволяют гостям в полной мере прочувствовать дух прошлых эпох. Здесь вы видите представлены 4 большие картины репродукции. Все 4 посвящены разным периодам истории. Начиная с картины слева от меня, она посвящена древнейшей истории. Это период, скажем так, заселения, собственно говоря, этой земли людьми с тех мест, что в древности назывались Месопотамия. Кульминацией визита стал выход на стеклянную смотровую площадку. Отсюда со 100-метровой высоты открывается захватывающая дух панорама столицы и величественных Кавказских гор. Для гостей из Москвы эти виды абсолютно новые, неизведанные впечатления, которые, без сомнения, останутся в их памяти навсегда. Больше всего мне понравилась природа Ингушетии, потому что это такие горы, где-то они лесистые, где-то просто. Это древние башни, которые до сих пор сохранились. И когда тебе говорят, что в них еще 70 лет назад жили люди, ты так смотришь, как. А они действительно жили, ты проникаешься этой культурой, традициями, то, что сохраняется. При этом мы смотрели и древнехристианский храм, который сохраняется, реставрируется. Природа самая волшебная, и люди здесь замечательные. Мы видим, что это динамичный, активно развивающийся город Магаз. Он очень интересный, он компактный, он очень чистый, он очень облагороженный. Здесь везде парки, улицы. Это не просто туризм, а глубокое погружение в культуру региона. Для студентов Московского вуза это уникальные живые знания, которые невозможно получить из учебников. Очень важно вот так на месте обмениваться опытом, укреплять профессиональные связи. Именно взаимопонимание между людьми и регионами является основой для общего успешного развития нашей великой страны. Польза этого визита, конечно, в том, какие трудности и сложности они проходят и как они к ним относятся. Я отмечу, что это и встречи с руководством регионов, это и восхождение на священную гору, столовая, это и круглые столы, в которых они участвуют, это и выезд в горы, рассмотрение культуры ингушского народа, это и посещение мемориальных мест в Беслане, которые также для нас очень значимы и переживательны, но это поиск согласия. Посетить Ингушетию студенты Института государственного управления смогли в рамках масштабного образовательного проекта «Тропа предков», который инициирован сенатором Федерального собрания Российской Федерации Микаилом Илезовым. Закончилась наша программа, ребятам все очень понравилось, и мы надеемся, что они, уехав в Москву, передадут этот опыт другим ребятам, и это сподвигнет их приехать в нашу республику, то есть все больше и больше, в том числе и туристов, и ребят знакомиться. Но мы планируем на ежегодном формате этот проект проводить, и я надеюсь, что в следующем году мы снова здесь встретимся. Делегация также посетила Ингушский госуниверситет в рамках проекта. Директор Института государственной службы управления президентской академии лично пообщался с ингушскими студентами, поинтересовался традициями, обычаями и культурой ингушского народа. Ребята с интересом делились своими знаниями, рассказывая о богатой истории и наследии родного края.
Когда гости, кто-то приходит, не спрашивают, кто ты, зачем ты пришел, зачем, что. Ставят самую хорошую еду. У нас есть даже отдельные комнаты. В почти 90% домах ингушских есть отдельная комната, которая У пустует. нас очень важно, конечно, вовлечь большее количество ребят, молодежи. Сегодня мы в Ингушском госуниверситете для того, чтобы поразмышлять, как сохраняя культуру, традиции, которые, безусловно, они богаты и в первую очередь трудолюбием, профессионализмом и стратегическим видением, потому что башенные комплексы-то строились на века кем? Нашими предками. Эта поездка позволила гостям воочию увидеть, Ингушетия бережно хранит свою древнюю историю. Тропа предков, уверены, для многих только началась. Подобные проекты доказывают, чтобы строить общее будущее, важно знать и уважать прошлое и традиции друг друга. Именно в культурном обмене и рождается то самое прочное единство, которое не разрушить никаким испытанием. Амина Зязикова, Магомед Яндиев, Магаз 24.